Друзья, если бы машина времени существовала, то, наверное, она бы перемещала не людей в пространстве, а определенное пространство, определенную эпоху к самим людям. Вот смотрите, мы сейчас находимся в центре города, солнечный день, музыка, смех детей. Все указывает на то, что мы в центре современной жизни. Но совсем скоро мы погрузимся в средневековье, когда услышим лязг мечей, клацанье брони, глухие удары дубинок, надеюсь, не об голову, а об щиты защищающихся. Совсем скоро испытаем это на себе. НВК Саха, Якутия-24, проект «Испытано на себе». Погружаемся в средневековье. Испытано на себе. Добрый день, Платон. Расскажи, что здесь сейчас будет происходить. Я вижу, что по антуражу это будет что-то глобальное, серьезное. Что мы сейчас увидим? Добрый день. Это не то чтобы не так глобально и не так серьезно, как хотелось бы. Это обычная тренировка моего спортивно-исторического клуба. Мы занимаемся по воскресеньям, вот каждую неделю. Уже в этом году мы смогли открыться 1 марта, вообще с 1 числа марта. Вот для нас большой успех. Вот, мы занимаемся этим уже 3 года. Это такое у меня своеобразное прочтение исторических средневековых боев с такого грубого, сурового спорта, который возрождает традицию массовых турниров средневековых. Что были не только конные сшибки, но и было массовое состязание, которое просто как простой пехотный бой, по сути. В современном виде ИСБ это что-то между турниром и военным побоищем. В нашем случае, в нашем городе, я более мягкую форму, так сказать, учредил. Отрабатывал это еще пока учился в Москве в колледже, и даже до этого со своим братом-толкинистом. Он научил меня всему, что нужно. Вот. Долго отрабатывал правила, технику безопасности, потому что не хотелось пользоваться деревяшками или тимбарами, хотелось пользоваться чем-то весомым, металлическими дюралюминиевыми мечами. Тоже в процессе получения травм выяснил, что дюралюминий и текстолит лучше подходят. Он легче, чем сталь. И стальные спортивные, они даже тяжелее, чем оригиналы. Вот. И стальными мечами сложнее его контролировать. А с дюралюминиевым большему количеству людей проще останавливать вовремя и направлять. А какое количество участников у вас в клубе, в сообществе, можно так сказать, максимально сколько людей выходило на сражение и среднее количество, которое участвует в мероприятиях? Максимально нас бывает человек 12, это вот самое большое, что у нас было. Мы смогли разделиться на 2 команды по 6, и это было круто. Мы еще провели прям строевую подготовку по перестройке в 2 шеренги, в колонну, в штурмовую колонну, разворачивание из нее. Вот тогда нам удалось это сделать. В среднем нас ходит примерно вот столько же человек, по 5, по 6, как повезет. Иногда нас даже бывает, в самые плохие дни нас бывает 3. Тогда мы вообще не ходим даже в парк, мы ходим на бульвар Учителя, который рядом с моим домом, и там развлекаемся. Прекрасно. Я думаю, что тут уже ребята начали потихоньку разминаться. Сейчас мы будем облачаться в соответствующее снаряжение, в экипировку, так сказать. Я думаю, что меры безопасности здесь все-таки на высоком уровне, и я не получу по голове, по крайней мере, без слова. По голове нет, это уже не может радовать. Супер. Ну что ж, двигаемся дальше, одеваемся. Испытано на себе. Смотрите, сейчас готовится экипировка, максимальное, видимо, будет облачение. Вот я вижу здесь, держу в руках шлем, он по весу, Платон, килограмма это стальной 3, шлем. Наверное, да? Я честно не взвешивал. Это стальной шлем, здесь, смотрите, есть блокировочка, чтобы можно было, случайно не открылось забрало, там внутри вот кровь и мозги предыдущих участников. Это мой шлем, который изредка надевает. Это все полностью ручная работа. Да. То есть невозможно купить такое, это вот все делается именно. Нет, почему? Он как раз покупной. Они заказываются на специальных сайтах, где такую экипировку можно спокойно покупать. Обалдеть. Стоит она, конечно, мягко говоря, недешево. Представляю себе, да. Обошелся он мне в 15 тысяч, по-моему. И это по старым дорогое ценам. Хобби. Дорогое хобби. Сейчас он стоит почти 23.
Я Обалдеть. буквально, грубо говоря, работал месяц, всю зарплату потратил на один шлем. Ну, как говорится, все ради идеи, ради... Да, потому что мне очень нужен был шлем. Супер. Так, с чего Да. начинают Ну, обычно? начинают, так как у нас вот все просто, у нас выдается обмундирование, Мгм. все стандартное на всех, Так. как можно видеть на остальных. Ага. Это то, что называется код de-arm. Это de обозначение, кто вы по масти. А, то есть есть еще разные фракции, Есть которые... разные цвета. Ну, разные цвета. Ну, так как мой цвет, как это по мне видно, это синий, Так. то это мой фракционный. На Мгм. некоторые тут хитрость есть с подкладкой. У него красная подкладка, яркая. Это если понадобится разделиться на две противоборствующие фракции, просто выворачиваем Выворачивается наизнанку, и наизнанку, нормально. да. Практично. Да, это тоже ручная работа нами, мной Мгм. и родительницей моей. Подготовка экипировки, наверное, занимает очень много времени. То есть вся зима, да? Изготовление? Да, изготовление именно. Ну, по идее, да, но из-за того, что большую часть для... Вот, например, тут копье. Мгм. Паша, подай мне копье. Вот, например, копье. Вот у него заказной наконечник, реактопластовый такой гибенький. Мгм, мгм. Вот. И это, Ну, достаточно это называется безопасный. гуманизатором. Но все равно, из-за того, что он довольно маленький, все равно, когда Ну колют, да, довольно да, неприятно. можно по башке А это получить. просто строительного рынка. Но из-за того, что зимой на строительном рынке на улице ничего нету, то зимой тоже сидим. Продумываем стратегию, так сказать. Прекрасно. Так, вот у меня куртка как раз изначально в твоих фракционных цветах практически, У меня да, правило получается? простое, вот опять же, на Паше хорошо видно, хотя он и нарушает их немножко правила. Мгм. Но в основном у меня просто, что поверх этого, под этим должна быть монотонная толстовка, Мгм. например, или куртка. Ну, что-то типа того, чтобы не было пестрых каких-то пятен, Да, не получается. обязательно. Я говорю, Паша немножко нарушает, но у него довольно все неплохо Прекрасно. смотрится. Так, Так, дальше. Поверх, так как вообще-то, по идее, эта штука должна быть сверху доспехов. Мгм. Но эти доспехи такие шикарные, что Что не мы грех их решаем, показать так. что мы их надеваем сверху, да. Так. Так, беру просто... А, вот это перед. Мгм. Перед легко отличить, здесь промято. Это доспехи один тоже наш участник. Он занимался вот нормально, Обалдеть. он нам их пока передал. Во время О. пользования. Вот это вот уже прям чувствуется. Это уже Где так капюшон? нормальненько так. Так, капюшон убираем. Ну, Так. прям да. Вот это вот тяжелое, много весит. Мгм. И Вот при она этом сделана из стали. остальные пластины здесь, Стальные они... пластины, имеют 1,5 какой-то ход. миллиметра. Мгм. Это называется бригантиной. То Так. бишь доспехи, в которых... Ой... они как будто бы из ткани. У них металл изнутри. Да, на первый взгляд, издалека, если посмотреть, кажется, что просто обычный какой-то жилетик. Ходят легенды, что их впервые швейцарцы применили. Они были очень сильными воинами и наемниками, самыми Мгм. знаменитыми, самыми профессиональными. Вот. И ходят слухи, что когда они впервые надели бригантины, их враги даже не поняли, а что это было. Потому что, а что это они тупо в тканевых доспехах? Так, я облачился в бригантину, как это называется. Такая приятная тяжесть во всем теле. Следующий элемент одежды, Подшлемник. экипировки, это подшлемник, да. Он Они- сшит из... Ой, он этот льняной, Льняной. да. Внутри слой ватина. Подшлемники бывают разные. Вот, например, мой подшлемник, Так, который у меня был до этого. Где у нас еще есть? прекрасно. Пластиковые шлемы у нас еще. Ого, Другие то есть это подшлемники. целая история с Они подшлемниками. бывают самых разных форм, размеров. Их можно даже в разных цветах делать. В Круто. принципе. Они Так, все что такие. ж, ладно, Такой- начинаем двигаться такой дальше. капюшон Так, и подшлемник, соответственно, нужен на шлем. да, шлем это, еще раз напомню, это голый металл, чтобы он не соприкасался с вашими Да. мозгами. Так, по-хорошему Так, подбородочный ремень, чтобы шлем не слетел. с да, головы. вот это прям, да, прям чувствуешь, что ты готов Вот идти такой вес. Так, на где-то- смерть, так сказать. Здесь вот как-то так это Лучше отставить открытым забрало, так Да, дышать удобнее. лучше оставить открытым, но обратите внимание, здесь я уже перестал бояться всего, даже если будут прилетать сюда мелкие камни, копья, ну, разве За что удары гражданскими мечей, следите. может быть, и как-то болезненны для головы, но чувствуется, что это мощь, что это защита, безопасность, и это самое... Ау, да, вот видите, да, всего лишь просто отдает Классика. в ухо.
А Даже так, не очень сильно. Вообще, да, абсолютно не очень сильно. Открываем забрало. Что у нас дальше? Так, у нас тут есть еще немножко из алюминия собственного творчества. Так, Вон там скромно сидит автор. Это пока только прототип, поэтому они не историчные, они просто функциональные. мгм. Это чтобы... Так, это... Как называется эта штука? Это, по идее, это наручи. Наручи. Мгм. Да. Так. Так, у нас тут А, есть еще, наверное, отказаться от своих современных перчаток в пользу средневековых Но они не верхонок. средневековые, это тоже наше творчество. Один участник придумал такое. Это, И шьет. собственно, верхонки, да, современные рукавицы для работы, в которые мы забили немножечко найденного утеплителя. Благодаря чему получается очень толстая, не самая удобная вещь, но проверено многократно, пальцы после этого перестали отлетать. Мгм. Так, Это не может не радовать. да, Как мы видим, используются практически все подручные средства, то есть алюминий, который можно где-то раздобыть, вот верхонки, Да. утеплитель, который где-то, наверное, тоже несложно приобрести, несложно. вообще, на том же получить. строительном Да, рынке, да. например, метражом. Тут нужно только вот, чтобы большой палец. Попал. Так, Да. Вот здесь он, к Верхонка. сожалению, куда-то действительно, на него удобненько, не да. все снарядились. Молодцы. Ну, я даже не представляю, как вот мелкая моторика, то есть Мне если здесь на... не очень нужна. Здесь не нужно будет переключать клавиши на мече, Да. регулировки громкости, здесь просто схватил и понес. Ну Так, и вот самое что будет главное сегодня из оружия? Ой! Нет, он Это на самом не деле просто достаточно Легкий. легкий, да, да. Действительно, Вот. это, обратите внимание, все-таки это металл, Егор это не какая-то там фольга, не картон, обернутый фольгой, это металл. Я вижу на нем следы сражений, то есть зазубрины, Может, какие-то даже отметины. С моим мечом, который Да, постарше, вот. сравнить. Сколько тут тоже отметин. Да, да, это Бесконечность. боевое, можно сказать, оружие, которое Да. испытывает на себе прочность. Точнее, доспехи испытывают на себе его прочность, и мечи. Да. Это не двуручный меч, да, я так Нет, полагаю? Это... двуручный меч. Двуручный меч. Так, сейчас посмотрим на Ах. двуручный меч, раз уж у нас есть такая возможность. Как раз. И мы не взяли сегодня наши клейморы. Вот, это Ого. текстолитовый. Это вообще другого века, это 16 века меч. Вот, который по-немецки так и называется. Двуручник, Zweihander. Вот. Он сделан не из алюминия, он уже текстолитовый. Тут по нему видно, что он выкрашивается постепенно. Мгм, Но мгм. это тоже вот используется в этом, как его. У нас используются. Какие варежки? Так, а как он по весу? А должны быть. По весу двуручный меч. Легкий Он, да, он достаточно. за счет материалов он не такой тяжелый, но достаточно удобный, варежек-то да. 3 пары всего. Удобный, есть у него такой мультихват, так сказать. Всё, вот. Ну, Сай, это ты вообще, стерео, что сразу хочется отметить, что в такой броне немножко стеснены движения. Поэтому на поле брани рыцари, ну и вот войска в таком обмундировании, они были достаточно неповоротливые. Это вот прям чувствуется однозначно. Во-первых, у тебя сужен угол обзора достаточно сильно, и вот движение, чтобы замахнуться как следует, или там с плеча ударить, это либо нужен просто опыт, практика, Давай. либо вот здесь, так сказать, однонаправленные действия, когда ты идешь и рубишь все, что перед тобой. Но выглядит шикарно, выглядит шикарно. Так, здесь вот у нас еще какие-то элементы У нас защиты. есть еще есть щит. Так. Самый главный. Ну, как бы, либо двуручный Так, меч, либо щит. да. Там возьмите пока мой любимый. Это не просто меч, это фальшион Мгм. называется. Вот, щит на левую руку. Так, Щиты тоже. Он уже тут. Ремонт, блин. Эх, надо его. ремонт щитов. Он уже будет починить. Так, ну тут прям все вообще по-взрослому. Смотрите, щит, я так полагаю, тоже полностью самодельный. Этот заказной. Этот заказной, да? Да, но они сделаны из фанеры. Мгм. И у нас есть... Блин, Выдохнул. просто не очень. Ага. Ну, поверх, да, верхней одежды. О, Вот. о. Сейчас. И еще, если вложить меч Так, В если левую. отложить меч. вот так вот, если его взять в левую руку, Мгм. чтобы его удобно было быстро достать. Так, Вот это то, что в максимуме должно быть в моем отряде. Это обалдеть. идеальнейший Вот это вот случай, эталонная экипировка, которая должна быть у каждого участника. по идее.
Супер. Вот длинный щит, копье, меч, доспехи и шлем. Мгм. Ну, тяжеловато. А взвешивали ли, сколько суммарный вес вот этого, так сказать, вооружения на человеке, сколько единовременно находится килограмм? Ну, килограмм 10, Свое не наверное. взвешивал, Мгм. честно, но у меня был, ну, точнее, был он сейчас ученый, товарищ мой из Москвы, он занимался именно полноценным спортивным ИСБ. Мгм. У него был такой комплект полный абсолютно, и на нем было 30 килограмм доспехов. Вот это да. Полный комплект, и при этом на самом деле это некоторый миф, что подвижности типа не хватает. Для такого боя его Ну, хватает вполне да, себе, да. к этому нужно привыкнуть. Это просто практика, Да, действительно, это на дело самом деле. привычки. Вот Это еще и практика, спина, да. конечно, начнет отваливаться к концу всего этого из-за непривычки ношения бригантины. Да, да, это просто в обычной жизни мы не носим такое, то есть это носится, ну, крайне редко, вот, например, только здесь я впервые это попробовал, ну, я думаю, что если еженедельно тренироваться, то, возможно, как-то организм к этому попривыкнет. Мгм. Ну, классно, да, то есть прям вот чувствуется, что ты вот на самом деле экипировка, оружие, броня, она способствует настрою, повышает мораль, потому что когда ты вот такой ух и готов идти Мгм. рубиться, да, то есть Это да. от качественного оружия и защиты зависит многое. Так, Минимум так, хорошее- так, как минимум так, свое ну хорошее прям давайте, настроение. покажите, кого здесь Но рубить, крошить, прежде чем что рубить делать. и крошить, нужно выучить базис. Базис, Что это вообще важно, нужно да. делать. Так. Поэтому первый базис, наверное, хотя Хотя, как вам удобнее. Со давай щитом попробуем со щитом, чтобы по полной программе испытать эти там развлекаются. на себе все эти. Значит, можно отойти вот чуть-чуть в сторону, Да, чтобы да. была площадочка такая. Самый простой и главный. Так, Самое простое и главное это на самом деле походка. Мгм. Нужно ходить, вот видели, как борцы, боксеры да, да, постоянно на пружинище да, такое. на полусогнутых там вот как бы вот Да. типа такого. И широко стоять нужно. Мгм. Как это говорится, вот буквой. То есть мы L. держим равновесие за Да. счет ног. Это самое главное. И никогда нужно вот ходить приставными шагами, Мгм. по возможности всегда стараться их не перекрещивать вообще в Мгм. принципе. Мгм. Потому что если, ну, допустим, вот нанесите В какой-то вот, момент. щас. Вот, например, если я на Мгм. перекрещенных, вот просто продавливаете меня. О, И получается мне уже спокойно. запинание, А если получается А запутывание. если я встану на полные ноги, Да, то уже меня к нулю. понял, да, действительно. Ноги Вот. это очень важно. Согласен. Следующее, что важное, это ощущение, ну не только ощущение, это разрешенные у нас удары. Потому Мгм. что у нас разрешены только рубящие удары Мгм. и рубящие, соответственно, по корпусу в основном. Мгм. Никаких колющих. Да, не Для колющих чего? и выше плеч не поднимаем. Желательно. Мгм. Сразу и со щитом тоже. Вот. Так, Как бы понятно. рубящие удары. Мгм. И я всегда говорю новичкам стоять в стойке в дуэльной, когда Мгм. вот так. То есть пока щит Вообще про- стоится, наверное, вот щитом со вперед, щитом да? Ну, стоится, да, с щитом по- вперед. да, Но пока, да. пока просто Мгм. отставьте его пока назад, Мгм. стоять вот в такой стойке, перечеркивая сюда. Хотя Мгм. правильная вот такая, Так. чтобы держать дистанцию со своим оппонентом. Мгм. Но Мгм. новичкам я говорю держать себя вот так. Мгм. Во-первых, потому что уже неоднократно раз проверено, что когда мужчина особенно держит меч вот так, Мгм. при боевом столкновении у него первый инстинкт Кольнуть, сделать вот ткнуть, так. да. Это да. просто на инстинктивном уровне. Поэтому Мгм. новичков я всегда говорю перечеркиваться. Так, Плюс понятно. из такого положения удобно уйти на блок в Мгм. любую Да, сторону. да, пожалуй. Ну, даже попробуй. Нижний, верхний, да, Только да, да. еще Так. то, что главное, помимо движения, это, собственно, восприятие боя. Мгм. Я привожу очень часто, когда я работаю с молодежью, я регулярно привожу примеры из компьютерных игр. Мгм. Наверное, из своей любимой компьютерной игры, конечно же, Dark Souls. Мгм. Вот, что там есть, так сказать, захват цели. Мгм. Что самое главное, это именно что взять цель в Как захват кого-то, своего да, и оппонента. не отпускать. Да. И при этом держать его всегда вот в этом своеобразном Мгм. В захвате. поле зрения, то есть на расстоянии, так сказать, удара. Ну, не обязательно на расстоянии, важно Ну, именно, хотя бы, что да. зафиксироваться. Мгм. И Мгм. при этом в массовом бою, вот, например, вон, ребята там 2 на 2 дрались, Мгм. важно еще при этом не только выбирать оппонентов, но еще и смотреть влево-вправо. Ну, до Мгм. строевого мы еще дойдем сейчас. Нас То как есть раз боковое 6 человек. зрение здесь тоже достаточно важный элемент. Ну, Периферийное. как минимум помнить, где что расположено. Мгм. Так, ясно. Вот. И еще самое главное, это то, что наша задача не биться мечами друг об Мгм. друга,
а достать до Брони. центра. Да, Ага. до самого мяса, так сказать. Вот это самое главное, что нужно помнить, что цель не бить меч противника, Мгм. а достать его самого. То есть человек считается поврежденным, ну, поверженным, когда ему удар пришелся по... Когда ему наносится несколько Нанесся ударов, рубящий удар. у нас несколько разных режимов есть. Есть на хитпоинты, Мгм. есть на короткие хитпоинты, так сказать. Мгм. Есть и турнирный режим, это когда 2 минуты дерутся и по количеству нанесенных ударов смотрят, сколько очков набрали. Мгм. Ну, слушай, это действительно чем-то напоминает компьютерные игры, когда разные режимы игры, и здесь их можно реализовать вживую, так В сказать. непосредственном ESB тоже используется, похоже, и в больших ролевых играх живого действия. Класс. Так, Вот. отлично. Теперь, собственно, этот огромный кусок дерева на левой руке. Мгм. Это большой щит, есть у нас и щит поменьше, но это вот мой любимый и то, что у меня должно быть основным щитом. Это так называемые ростовые, в простонародье двери. Вот. Те самодельные щиты, которых мы понаделали, они еще больше, и их мы называем стены. Зато какие они нелепо огромные. Вот. Это нормальный щит. Вот. Он, понятно, что почти всего человека защищает спокойно. Да, Им да. можно почти не маневрировать, но все-таки, когда летит по голове, лучше его приподнять. Мгм, мгм. Прикрываться. Эти щиты, собственно, нужно углом опирать на колено. Опять же, выставлять его вперед Мгм, мгм, и опирать его на колено. мгм. Вот. Так, кстати, да, еще техника безопасности у нас обычно, что если у нас используются щиты, то мы обязательно надеваем шлем. И вот у меня тут как раз еще есть немножко шлемов. Ай! Потому что бывают такие случаи, когда при лихом замахе отлетает от края щита и может попасть прямо в висок или по зубам. Мгм. Вот, поэтому песок такой. Ну, вообще сила удара, она регламентируется как-то, или тут уже внутреннее чувство каждого участника должно Что позволить? регламентируется? Сила удара. Регламентируется. Я всегда говорю, очень сильно работать над остановкой удара, чтобы удар был, он как бы чувствовался, что он прошел, но чувствовалось, что это не больно. Мгм. Чтоб Это он был не специально смертельный. купленные для клуба шлемы из ПВХ, они из Мгм. пластика, очень толстого пластика, тут, наверное, видно на краю, что он довольно Мгм. толстый. Мгм, мгм. И так как у нас более упрощенное, то есть мы сильно не бьем, мы используем дюраль, текстолит. Для наших целей такие шлемы хорошо подходят, а главное, они гораздо дешевле, чем стальные. То бишь, такой именно шлем сейчас где-то 7 тысяч стоит. Мгм. В сравнении Ну, да. почти 20, сейчас такой, какой мой, стоит 23. В Ну, сравнении, почти в 3 понятно, раза разница, да, это ощутимо, это действительно ощутимо. И действительно, да. Ну, вообще, еще раз скажу, что хобби это не из дешевых однозначно, то есть это мы уже поняли. Но, как говорится, если ты увлеченный человек, никакие деньги... Ну, я стараюсь еще снабжать. То Мгм. бишь, любой, кто ко мне присоединяется, вот у меня там целый арсенал, ну, его сейчас растащили как раз. Вот я вам выдал, не обязательно иметь собственное вооружение, собственные доспехи. У нас сейчас в работе 2 похожих доспеха. Мгм. Вот, специально для этого. Ну, что- арендные, доспехи в аренду, так сказать. Не, они не арендные, они отрядные. Ну, как в армии, выдают Мгм, шлем, да. и вот он твой, пока ты в армии. Вот. Ну, у нас еще лучше. У нас прям военный коммунизм. Так, можно, пожалуйста? Спасибо. Вот. У нас Так. своеобразный военный коммунизм, у нас все общее. Но есть и как бы шлем мой персональный, но из-за того, что у нас мало обмундирования, он общий. Мгм, Тоже, его понятно. можно любой Да, надевать. запомните, друзья, шлем это предмет личной гигиены, так же как зубная щетка, но тем не менее в случае острой необходимости, как Да. говорится, Подшлемники я стираю регулярно. ну да, гигиена есть Да. гигиена. То есть вот я спокойно надел, хотя его надевало до меня много других парней, потому что я их стираю. Вот, вон, у меня видно, как он щеки у меня прижал. Я Отлично, еще да. более пухлые щеки, чем обычно. Так, И хорошо, вот, мы собственно, вот поговорили о чем про я говорю, щиты. это то, что вы ставите щит вперед. Да, да. Обязательно. И о чем я Выставляем говорю, щит. иногда может вот так вот А, отскочить. то есть от угла и может прилететь Да. прямо. Поэтому у нас обычно так. Все понятно, да. Да, логично, действительно. Вот.
Значит, от щита самое главное это держать щит впереди, Мгм. ну и меч как удобно, так и держать. Мгм. Некоторые его держат вот так, чтобы быстро Ну, чтобы уходить вес на- как-то компенсировался, да, и можно было... Не сколько вес компенсировался, сколько они уходят на разные Сразу в удары с атаку. такого Мгм. положения. Я Ну, люблю, например, стоять. Интуитивно вот как-то, да, хочется его... Это как на раз руке для вот так строевого боя, то есть если мы вот Мгм. станем, допустим, плечом к плечу, Мгм, нет, плечом мгм. к плечу, Да, да. для строевого вот так вот самое оно. Да, Поэтому согласен. я сохраняю себе вот эти навыки строевого Мгм. бойца, Они применимы и в одиночном бою, получается. но и... не так эффективно. Мгм. Классно. Вот. Так, Вот со щитом. Так, меня слышно вам? слышно, да, слышно. Именно вам. Слышно, слышно. Вот и хорошо. Значит, что вы вот усвоили? Что у нас рубящие. Да. Ну, вот в случае, вот на нас есть шлемы, на нас Мгм. можно спокойно бить по Мгм. голове. Мгм. Вот. Значит, вот щит. Щитом можно... Ну, нужно помнить, что можно не только защищаться, Ну и в принципе... но и пока, как-то, да. допустим, пока я бью по щиту, Мгм. вот, защищаете щитом, вы можете То есть бить меня можно в будет- ответ. Мгм. Это важно помнить, что у вас эти два предмета, они не взаимосвязаны, Мгм. и можно То есть спокойно... можно как бы, да, они действуют отдельно. Да, можно спокойно использовать их порознь. И вот, думаю, можно попробовать первый поединок. Да, Можно, да. как хотите, можно на сцене, можно остаться здесь. Ну, давай здесь, потому что сцены падать больнее в случае повержения. Это довольно широко. Если мы сейчас разогреемся, да, то можем перейти и на сцену, а так, да, в принципе, я Эх. готов. Плащ в ногах путается во время Так. сражений. Вот. И дуэль у нас начинается с такого вот приветствия. Мгм. Это я тоже взял у УСБшников. Мгм. У них так принято. В этом шлеме, кстати, еще и видно хуже. Ну, вообще в этом тоже видно не очень хорошо, скажу В сразу. нем гораздо но- лучше видно. Ну да, предполагаю, что все-таки Здесь лучше. вам видно вниз, благодаря обрешетке. Да, кстати, А да. здесь не видно вообще практически. Здесь Мгм. видно только вперед. Да, вот такие тонкости, круто. Так. Ну, у меня нет перчаток. Ну что ж, это мои Ну, проблемы. я не думаю, что мои удары будут настолько страшные, что понадобятся А перчатки, пальцем но без тем не менее. разницы. Вот. И, собственно, всегда начинается. Вот если бой начинается. Мгм. Но сейчас у нас есть еще до усталости. Так Ага, когда сказать, уже руки режим. опускаются, Это и человек- рубимся, пока не надоест. Да. Вот. Это идеально для тренировки, потому что позволяет много чего отточить. Ну, естественно, на нашем языке он называется гораздо проще, но на телевидении так говорить нельзя. У нас вообще простая воинская культура. Понятно. Сейчас проедет этот велосипед. Да. Вот. Ну и... Ну и, в общем-то, можно потихоньку начинать Да. удары, да? Ау! Да, слушайте, прям шлем помогает. Серьезно. При этом я уже смог набить. Хотя и глушит. Можно еще давить щитом. Да, кстати, Собственно, то, что я сейчас и здесь делаю. немаловажно, видимо, вес еще самого участника. О, да. Ау, ау! Уху! Если бы как? сейчас была полоска здоровья, то, наверное, она у меня бы уже уменьшилась в половину. А полоска усталости была бы почти на нуле. Не просто двигаться в таких доспехах. Да, на это нужна привычка. Верно. Ау! Фух. Привычка — это слабо сказано. Нужна выносливость, хорошая физическая форма и безбашенность, потому что когда на тебя летит такая машина для убийств, кажется, что все, тебе конец. Нет, Я не знаю, как люди в средневековье шли против полчищ. Это были Таких сильные же. духом люди. Однозначно. Так. машина для убийств — это вот это. О-о. Но большой щит является прямым противостоянием двуручным мечам. Так. Вот. Ой. Двуручный меч, он ведь очень хорошо держит на расстоянии, на дистанции противника, да? Да. И это как раз самое главное у двуручного мечника. Сократить с ним дистанцию Мгм. и зарубить беспомощным. Как с копьем практически. Окей. Ну прям.
Прям даже я не знаю. Оп, 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 оп. Все, был пропуск. Однозначно. Да, Я почувствовал. Кстати, керасы, вот такие вот серьезные керасы, благодаря тому, что они цельные, такие серьезные, Ага, у нас ограниченные уколы очень слабые есть. да. Ну, это Благодаря неизбежно, наличию- потому что в любом случае в каком-то вот поединке это Да. физически работает. Так, мне нужен тайм-аут, 1 минутку я передохну, и мы продолжим, не переключайтесь. Испытано на себе. Друзья, мы видим довольно большое многообразие оружия, которое используется в данных сражениях. Это и одноручные мечи, и двуручные мечи. Сейчас мы видели, как сражение происходит на копьях. То есть арсенал средневекового воина был достаточно обширный. И столько оружия, способного причинить боль и страдания, необычно видеть это в своих руках. Но радует одно, что здесь, повторюсь еще раз, соблюдаются максимальные меры безопасности. Все четко регламентировано. И, по-моему, даже крови в таких сражениях малюсенькой капли не бывает. Сейчас ребята облачаются в латы, в боевые доспехи. У них будет что-то типа тренировочки, за которой мы понаблюдаем. И дальше по сценарию у них будет сюжетный поворот, когда они разделятся на 2 группы и будут в окрестностях сцены по парку бегать с какими-то определенными ролевыми заданиями. Испытано на себе. Мы собираемся сейчас на конкретное Рубилово, как это называется в этих кругах. Разделились на 2 команды. Сейчас одна из команд выдвинется в лес, а вторая команда, в составе которой я, побежим, найдем их и изрубим в капусту. Ну, по крайней мере, это должно выглядеть так. Будет весело, говорили они. Надеюсь, что меня завалят в первые же минуты сражения, чтобы мне не бегать по лесу и не принимать многочисленные удары. Умри тяжело, но достойно. Вот. Какой у нас сегодня тактический маневр? Миссия найти и уничтожить. Вот эта команда прячется в лесу, наша команда ее выискивает, и нужно ее вынести. Какие у нас сегодня правила по хитпоинтам? Бьемся, собственно, по хитпоинтам, по коротким так называемым правилам. Это когда любое попадание выше локтя и выше колена снимает единицу. Всего у каждого их 5 штук. Все услышали? Все услышали, что 5? Сай, ты слышала? Вот и хорошо. Ну все, вы разбегаетесь. Ну, Денис, Так, мы выступаем. значит, Нас да, 5 человек, потихоньку. 6 человек. Да, сейчас мы их 5. найдем и, как сказал Нет, Платон, почему 5? вынесем. Вынесем! Мы их вынесем, слышите? Обязательно вынесем. Спасибо. Ага. Понятно, спасибо. Не, мы в их ловушку не пойдем. Мы пойдем другой дорогой. Тут чуть дальше есть Есть еще хорошая такое понятие, тропинка. как тактика и стратегия. То есть мало просто рубиться, железом бряцать, но нужно еще грамотно найти врага, обойти его, не попасться в ловушки или создать свои. Вот в чем успех и залог победы. Всем готовы. Мы идем строем, но по окраинам дороги довольно высокие кусты, поросль, из которой может в любой момент выпрыгнуть враг. Вообще, да, такой адреналин здесь начинает присутствовать, накапливаться, потому что уже хочется рубиться или получить по шлему мечом, но хочется хотя бы увидеть противника, чтобы активные какие-то действия предпринять. А с другой стороны, хочется, чтобы это все поскорее закончилось, и я наконец-то пошел домой пить чай с пирожками. Но нет, на войне как на войне. Это нет, у них там разница. Наша задача найти и вынести. Units, double time!
кажется, началось. Назад. Слишком много болтаешь для того, кто сейчас умрет. Ой-ой-ой, поговорил бы. У меня есть супер оружие. Он один стоит 10, таких как вы. А ты чего стоишь? Ты же Я нас искал. жажду постоять. Я Вот он набегался. я. Давай, нападай. Ну давай, нападай. Давай, нападай. Давай, нападай. А вот сейчас начнется. Да, сейчас начнется мясо. Ой. Я умер. Я почти убил репортера. Да, у меня остался один хитпоинт. Да, честно. По мне попали 2 раза. У меня осталось хитпоинта 2. Нет, кажется, мы победили. Обескровлены, Победа за нами. но не уничтожены. Андрей, Да. смерть. Нужно иной раз полчаса ходить, чтобы потом 3 минуты, до кого Драться. 3 минуты, 30 секунд поучаствовать в мега-эпичном Рубилове. Было круто. Поздравляю вас. С боевым крещением. А то. Отличная была Рубиловка. Да, отлично. Мы за вами пошли. Могли бы в лагерь пойти, ограбить вас. С добром. Гнилой цыпленок. Да. Нет, да, наша тактика. гнилая цыпленок. У вас сколько 37,50. Я в Киев попал вообще. Нет, По мне, по ногам, по рукам. я отжал. Ну что ж, друзья, закончилось это прекрасное эпичное перемещение в прошлое, в средние века. Мы обучились основам мечевого сражения, прошли инструктаж, посмотрели, как делаются доспехи и поучаствовали в реальном сценарии битвы. Битва в снегу, битва в лесу, битва с сильным, коварным. Фух. Видите, как это все напрягает. Битва с достойным противником. Что ж, я думаю, что это замечательное времяпровождение. Во-первых, это свежий воздух, физическая активная нагрузка, общение с единомышленниками. В общем, все то, что нужно испытать каждому. А сегодня мы испытали это на себе.